Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня среда, 2 августа, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Когда нас станет больше, делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях Влад Кульминский, бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Республики Молдова и исполнительный директор Института стратегических инициатив. С ним мы поговорим о политическом кризисе в Гагаузии между Илоном Шором и Народным собранием Гагаузии вокруг назначения или утверждения исполнительного комитета. Во второй части выпуска мы поговорим с Сергеем Братчуком, главой Общественного совета при Одесской областной военной администрации, об обстрелах Южной Бессарабии этой ночью со стороны российских оккупационных войск. В третьей части выпуска мы продолжим обсуждать эту тему с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с бывшим министром, вице-премьером по реинтеграции Республики Молдова Владом Кульминским, исполнительным директором Института стратегических инициатив, о конфликте, который сейчас мы наблюдаем между политической элитой Гагаузии и Илоном Шором. Насколько этот конфликт аутентичен, да, и что вообще Гагаузии и Республике Молдова грозит укрепление Илона Шора, политическое укрепление в Гагаузии. Влад, приветствую. Добрый день, Михаил, спасибо за приглашение. Влад, спасибо большое, что согласился прийти и ответить на наши вопросы и объяснить нашей аудитории, представить свою точку зрения на эти события, которые происходят в Гагаузии сейчас. Влад, такой вопрос. С твоей точки зрения, чем грозит Гагаузии и Республике Молдова политическое укрепление Илона Шора в Гагаузии, если вообще чем-то грозит? Конечно, если вся Гагаузия превратится в политический филиал партии Шор, то это грозит постоянной конфронтацией в режиме нон-стоп. То тогда между Камратом и Кишиневым и отсутствием какого бы то ни было рационального диалога, направленного на решение проблем. Не факт, конечно же, что вся Гагаузия будет превращена в политическое крыло партии Шора, потому что я смотрю, что Народное собрание, которое состоит из достаточно самостоятельных и сильных депутатов, сегодня сопротивляется тому, чтобы исполнительный комитет был назначен скопом, без голосования по отдельным кандидатурам, и чтобы практически партия Шора подмяла под себя и исполнительные, и законодательные структуры Гагаузии. Конечно, если это произойдет, то ситуация станет крайне сложной, потому что тогда будет совершенно непонятно, с кем и о чем разговаривать. Хорошо, а зачем Шору Гагаузия в данном случае? Да? То есть зачем ему нужна Гагаузия, допустим? Мог бы закрепиться в другом или... Михаил, вы знаете, мне кажется, что на самом деле вот эти обещания со стороны партии Шора построить космодром Байконур, где-то там, да, то есть аэродром, там запускать космические корабли, Илона Маска и так далее, это все всего лишь предлог. Мне кажется, что Гагаузия сегодня нужна партии Илону Шору для того, чтобы использовать автономно-территориальное образование в своей борьбе с Кишиневым. По сути, использовать Гагаузию в качестве тарана для попыток смены власти в Кишиневе, для попыток свержения власти в Кишиневе. О чем, кстати, напомню вам, новоизбранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул прямо заявлял в своей инаугурационной речи. Но как вы думаете, при такой постановке вопроса возможен ли рациональный диалог между Кишиневым и Камратом? С моей точки зрения, он невозможен, и Илону Шору, очевидно, не нужен диалог между Кишиневым и Камратом. В данном случае я бы хотел понять, вообще услышать вашу точку зрения на позицию гагаузских элит вообще. Вот этот вот конфликт между Константиновым и Шором, который мы наблюдаем сейчас, с вашей точки зрения, он аутентичный или они разыгрывают какую-то комбинацию? Я уже вообще, честно говоря, перестал понимать это, потому что я вижу, что позиция меняется там едва ли не еженедельно, ежемесячно. Как говорил когда-то президент Воронин, люди виляют.
И, ну, мне кажется, что открытый честный диалог, он все-таки, мне кажется, привел бы к намного более серьезным результатам. Послушайте, но мне кажется, что вот, значит, такая постановка вопроса, вернее, попытки Илана Шора подмять, партии Илана Шора подмять под себя Гагаузию для того, чтобы использовать ее в противостоянии с Кишиневым, они не входят ни в интересы гагаузских элит, ни в интересы гагаузского народа, ни в интересы Кишинева, ни в интересы ни одного из жителей Республики Молдова. Потому что от такого конфликта, от втягивания всей Гагаузии, всей автономии в конфликт с Кишиневым выиграет только политическая партия Шора и больше никто. Больше ни один человек не выиграет, все остальные проиграют. Поэтому мне кажется, что элита Гагаузии, политическая элита Гагаузии хорошо осознает этот факт. И я очень надеюсь на то, что депутаты Народного собрания все-таки сумеют, значит, отстоять свою автономность, свою независимость, сумеют проводить политику в интересах гагаузской автономии, в интересах жителей автономии и сумеют наладить конструктивные пути, каналы коммуникации с Кишиневым. Потому что я вам напомню, что практически все предыдущее руководство Гагаузии, несмотря на то, что практически многие лидеры гагаузской автономии приходили к власти под эгидой тех или иных политических партий, они достаточно быстро отстранялись, если хотите, от этих политических партий и вели политику в интересах автономии, вели политику в интересах ее жителей, потому что того требует рациональный диалог. Очень важно, чтобы руководители автономии, они не были аффилированы слишком тесно с той или иной политической партией, потому что тогда, по сути, ты всегда будешь играть на стороне одной политической партии против другой политической партии. И часто та партия, против которой ты играешь, она находится у власти. И, конечно же, если не сохранять вот эту равноудаленность от политических партий, то тогда будет очень сложно выстраивать политический диалог с Кишиневым, потому что не секрет, что партии в Молдове меняются у власти достаточно часто. Вот. И поэтому, мне кажется, для Гагаузии важна эта равноудаленность. И даже предыдущая башкан Ирина Влах, она эту равноудаленность, она умела выдерживать. Ну, она это понимала по-своему, она это понимала как, значит, перебегание от одной политической партии к другой, но тем не менее эта равноудаленность в той или иной степени существовала. То есть Ирину Влах нельзя было причислить никакой политической силы, никакому политическому формированию. Значит, ну и она во многом работала, исходя вот из интересов гагаузской автономии, как она их понимала. Хорошо, а вот чем грозит? Ну, просто вы сказали, что, я надеюсь, гагаузские политические элиты и депутаты понимают, что закрепление партии Шор угрожает им. А если не понимают, вы могли бы, ну, как бы, с политтехнологической точки зрения, допустим, Шор закрепляется сейчас, дальше за этим что следует? Дальше, очевидно, открывается оперативный простор для него на местные выборы. И что это означает для них? И потом на выборах, очередных выборах депутатов Народного собрания, где, как мы понимаем, Шор требует, чтобы все шли под его флагами, ни в коем случае не независимыми депутатами. Это из того, что мы слышим, что происходит в Гагаузии. Вы абсолютно правы, я не хочу строить никаких апокалиптических сценариев. Хотя, конечно же, я хорошо себе представляю, как, знаете, шаг за шагом, слово за слово и так далее, значит, ситуация может зайти в глухой тупик, и очень хотелось бы такого развития ситуации избежать. Ну, во-первых, партия Шора, насколько я понимаю, центральное правительство сегодня достаточно серьезно работает над тем, чтобы срезать, значит, не допустить источники незаконного финансирования. То есть вот выполнение всех этих обещаний, которые были даны там, по строительству космодрома Байконур в Молдове, в гагаузской автономии, ну, это будет сделать совершенно не так просто. Пообещали на 500 миллиарда. Значит, посмотрим, что из этого будет выполнено. Первое. Второе, значит, ну, мне кажется, что и в Кишиневе должны проявить мудрость, понимание и, значит, разделить политическую борьбу с партией Шора и сотрудничество с гагаузской автономией. Потому что нельзя ни в коем случае мешать эти две вещи. То есть нельзя под видом борьбы с партией Шора, значит, в гагаузской автономии начать, ну, например, там, менять статус гагаузской автономии. Да? Ну, кто его знает, какие идеи могут кому в голову прийти. Я уверен, что этого делать не будут. Я уверен, что не будут трогать ни закон 94 года, ни закон 97 года. Но, тем не менее, для Шора, понимаете, для его партии, чем глубже противостояние между Камратом и Кишиневым, тем лучше. Вот его интерес заключается в том, чтобы Кишинев с Камратом перессорились, передрались, чтобы была конфронтация. Ну, чтобы, по сути, Камрат сегодня и Гагаузия выступала в роли тарана такого, который, как они сказали, они уже об этом заявили, снесет власть в Республике Молдова. Ну вот, если, конечно, Гагаузия даст себя втянуть в такую
в такой метод политической борьбы, то хорошо от этого не будет никому. Я уверен, что никто в Гагаузии за такое не голосовал. Я абсолютно в этом уверен. Значит, и посмотрите, сегодня партия Шора, по сути, первая партия, которая в истории автономии, гагаузской автономии, представитель которой, Башкан Евгений Агуцул, по сути, призывает напрямую к свержению центральной власти в Кишиневе. Первый раз такое я слышу от гагаузской автономии. Да, раньше были постоянно противоречия, и это нормально. Были споры о том, как распределяются экономические потоки. Было очень много разных там спорных моментов. Но они все, как правило, решались в рамках диалога, да, между Кишиневым и Камратом, различные площадки. Сегодня нет практически ни одной площадки. И от представителя, значит, от Башкана автономии мы слышим призывы к свержению власти в Кишиневе. Ну, куда уже дальше? Влад, вот раньше, ну, буквально, не знаю, еще год назад, особенно 1,5 года назад, и еще больше, еще чаще мы это слышали, допустим, еще раньше, о том, что Гагаузия — цветок в Республике Молдова, позитивный пример интеграции, позитивный пример разрешения конфликтов на постсоветском пространстве, практически единственный такой пример. Вот сегодня Гагаузия воспринимается так же, да, и все хотели работать в Гагаузии, вкладывать в Гагаузию. Как бы доноры подумали, что если они дадут Гагаузии больше денег, то Гагаузия каким-то образом изменит свое поведение. Вот сегодня какое отношение к Гагаузии в том же Кишиневе среди политических или среди экспертов и среди международных партнеров, если вы можете прокомментировать эту часть? Ну, во-первых, надо сказать, что люди абсолютно не виноваты в том, что они проголосовали так, как они проголосовали. Это их выбор. Я понимаю прекрасно, что социально-экономическая ситуация непростая во всей Республике Молдова. Она непростая. Поэтому, конечно же, всем абсолютно хочется, чтобы ситуация социально-экономическая улучшилась, чтобы были больше зарплаты, чтобы были меньше цены. Это все абсолютно нормальные, понятные чувства, и любое правительство должно стремиться именно к этому. Я уверен, что будут продолжать работать с гагаузской автономией, с людьми гагаузской автономии, с местными органами власти. Понимаете, политические партии, они приходят и уходят, да, а вот институциональные отношения между Кишиневым и Камратом, они остаются. Поэтому настолько важно, и поэтому очень важно их продолжать. Несмотря на сложности, продолжать, значит, налаживание диалога, продолжать решение проблем. Я вам скажу, что в конечном итоге они все равно всегда находили способы эти проблемы решать. Я уверен, что будет все так же и на этот раз. Я уверен, что возобладает мудрость, конструктивный подход, и будут найдены пути диалога непосредственно с людьми, которые живут в гагаузской автономии, с конструктивными представителями политической элиты, потому что, поверьте мне, я думаю, что в гагаузской элите немного тех, которые поддерживают призывы Башкана свергать власть в Кишиневе. Честно вам скажу. Я думаю, что если вы проведете такой опрос среди гагаузской элиты, то наверняка вы там вряд ли найдете кого-то, кто разделяет такую точку зрения. Значит, я знаю очень всех практически коллег в Народном собрании. Я думаю, что в Народном собрании вы там даже и 1-2 депутатов не найдете, которые будут поддерживать вот такую постановку вопроса. Я понимаю, что и Народному собранию сегодня тоже совсем не нравится то, что происходит, то, что его пытаются подмять под себя, пытаются поставить, встроить в встроенную шеренгу политической партии Шор. Это, я думаю, к хорошему не приведет, потому что многие политические партии пытались в свое время подмять под себя полностью Гагаузию, гагаузскую автономию, и, честно говоря, насколько я помню, это ни у кого не получалось, потому что в конечном итоге есть интересы автономии, именно они должны будут превозобладать. Уверен, что и партнеры международные, и власти в Кишиневе продолжат конструктивную работу и сотрудничество, и сорвать вот тот конструктивный, сорвать вот ту модель взаимоотношений между Кишиневым и Камратом, которая существует сегодня, будет непросто. То есть нужно понимать, что и последствия этого будут далеко идущими, да и, честно говоря, мне кажется, шансов на то, что партии Шор удастся это сделать, немного. Хорошо, вот Константинов вчера прокомментировал ситуацию конфликта, который возник с Илоном Шором, и сказал, что он ездил в Израиль сразу после того, как были объявлены результаты выборов, и они договорились, что Шор не будет лезть в политику. Как бы странно слышать о том, что да, Шор столько денег вложил и не будет лезть в политику в Гагаузии. Да? Да. И Константинов озабочен тем, что Башкан не будет способствовать налаживанию диалога с Кишиневым. Как вы думаете, Константинов действительно озабочен диалогом с Кишиневым, или это просто элемент торга? Опять же. Мне кажется, выглядит так, что ему много пообещали, но мало дали. Вот. Что пообещали, что по сути как бы гагаузские элиты будут управлять
управлять автономией. А получается так, что партия Шор пытается поставить под свой контроль политические элиты Гагаузии и самой управлять и рулить регионом, у самой управлять и рулить автономией, ее политикой, еще раз скажу, использовать, значит, Гагаузию в своей политической войне против Кишинева. Я не думаю, что Дмитрий Георгиевич Константинов согласен с такой постановкой вопроса. По крайней мере, я от него неоднократно слышал, что, значит, конструктивное взаимодействие с Кишиневым – это одна из основ функционирования, одна из основ жизнедеятельности автономно-территориального образования Гагаузии. Мне кажется, что это грамотный подход. Хорошо, а вот что депутаты могут сделать? Сейчас мы видим, что мяч на стороне депутатов Народного собрания. От них зависит, утвердят исполком Евгений Гусул, который представил ШОР, не утвердят. Вот что бы они могли предпринять для того, чтобы, ну, скажем, ограничить вот эти вот поползновения партии ШОР в Гагаузии и попытки захватить власть здесь, фактически? Михаил, мне кажется, что в идеальном варианте в пятницу, по-моему, если я не ошибаюсь, на пятницу назначено первое голосование. Да. На пятницу не будет утвержден этот состав Народного собрания. И потом дальше... Исполкома, извините, да. То есть не будет утвержден этот состав исполкома. И потом дальше пойдет уже конструктивное предметное обсуждение кандидатур. Потому что такое предметное обсуждение кандидатур нужно. Что в конечном итоге будут достигнуты договоренности о том, что, допустим, первые заместители Башкана, они будут людьми достаточно конструктивными, способными наладить диалог с Кишиневым, у которых есть желание наладить такой диалог с Кишиневым, а не заниматься исключительно конфронтацией с Кишиневым. Вот я надеюсь, что такой вот процесс, значит, поименного утверждения каждого из членов исполнительного комитета, он все-таки сможет выровнять ситуацию. Вот, мне кажется, в этом смысле Народное собрание могло бы сказать свое слово очень-очень серьезно. То есть не просто, как бы, знаете, проголосовать за это все пакетом, а действительно проконтролировать, кого назначают в исполнительный орган власти. Тем более, что я так понимаю, что это была практика предыдущих лет. Всегда происходило именно так, голосовали поименно за каждого кандидата, и мне кажется, что это было бы правильно. Да? Ну и вот один из критериев – это в какой степени, значит, назначаемый человек сможет добиваться тех или иных целей, которые стоят перед этим соответствующим ведомством или перед этим направлением работы. Ну а для этого, конечно же, нужна нормальная конструктивная работа и сотрудничество. И не просто там лозунги, которыми мы там обвиняем в чем-то кого-то, друг друга, а, значит, сами не можем посмотреть себе под ноги. Влад, а вот даже если утвердят, допустим, исполнительный комитет до 50%, все равно не даст ли это возможность ШОРу или дальше времени реализовать свои планы в любом случае? Да? То есть как бы вот, утвердят не полный состав, а утвердят только 50%. В любом случае это ШОР закрепляется и дальше получает какую-то основу под ногами и возможность действовать дальше. Да, Михаил, ну я думаю, что здесь нам стоило бы посмотреть в предысторию, в историю вообще, да, исполнительной, законодательной власти в автономии, да. Да. Ну, вспомните, было много таких попыток. Много попыток было поставить это под контроль одной партии. Они все заканчивались, как правило, неудачей. Я думаю, что и эта попытка тоже закончится неудачей, потому что все-таки выборы в Народное собрание – это процесс демократический, процесс честный. Там представлены депутаты, значит, из различных округов. Вот. И ну, так вот их подмять под себя и подставить под свой контроль, пока что, честно говоря, я не помню прецедентов. Возможно, вы напомните, но я не помню прецедентов, когда это кому-то удавалось сделать на длительный период времени. Потому что все равно потом шел процесс пересмотра этого всего. Я думаю, что так же точно будет из партии ШОР. Не получится эта история. Значит, подмять под себя все органы власти в Гагаузии, законодательную, исполнительную, и потом тараном идти на Кишинев. Вот так это точно выглядеть не будет, потому что в Гагаузии есть достаточно длительная демократическая традиция, есть очень много людей, я думаю, большинство людей, которые понимают ошибочность этого курса и его полную бесперспективность, потому что никуда, кроме тупика, это не заведет. Это всего лишь ухудшит взаимоотношения Камрата и Кишинева на долгий период времени, а в конечном итоге, ну ведь все равно же процесс распределения бюджетных средств, процесс выделения, значит, проектов, грантов, кредитов, он должен идти, несмотря ни на что, да? И неужели кому-то кажется, что ШОР сможет дать Гагаузии больше, чем нормальная работа с центральными органами власти, откуда, собственно говоря, распределяются бюджеты, финансы, откуда идут проекты, откуда идут дороги, откуда идет все. И вот именно, мне кажется, на этот процесс нужно было бы обратить намного больше внимания для того, чтобы
серьезно, предметно и системно говорить с Кишиневым о том, значит, какие объемы финансирования выделяются Гагаузии, что где недополучают, что где неправильно, сесть посчитать это все. Ну вот такой процесс важнее, чем верить каким-то обещаниям о том, что вам там, значит, вам построят там аэропорт и цветущие сады, и на $500 миллиарда сделают инвестиции. Ну даже сделают, а дальше-то что? Что дальше? То есть это же так, понятная история, что это так продолжаться вечно не будет. И у Гагаузии есть свои интересы, и этот интерес вот именно в налаживании такого нормального конструктивного диалога, подсчитанного, справедливого, честного, но он обязательно должен быть. И терять этот диалог нельзя ни в коем случае. Ну хорошо, и, наверное, последний вопрос. Ну, понимаете, очень многие в Гагаузии боятся того, что Шор придет как таран, используя те методы, которые он использовал на выборах Башкана, и тогда перед этим не устоит абсолютно никто. Этого очень сильно боятся в Гагаузии. Нет ли опасности, что он может сменять, в принципе, весь состав примаров, используя эти методы, и весь состав Народного собрания, используя эти же методы? Ну, наверняка есть такая опасность, но опять же таки, насколько это устойчиво и долгосрочно, Михаил, да, то есть это вопрос. Ну, нельзя же просто взять там, ну что потом, купить всю Гагаузию, потом купить всю Молдову, ведь все равно же мы-то ведем с вами речь о развитии, да, а вот Ну, да. это не развитие, это регрессия, то есть развитие это совершенно другая история, это совершенно про другое, это взгляд в перспективу. Влад, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Доброго вечера. До свидания. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации в Украине. Россияне перестают обстреливать, российские войска не перестают обстреливать портовую инфраструктуру на Дунае, к сожалению. Да? Вот сегодня ночью опять прилетело по Измаилу. Практически всю неделю обстреливают Южную Бессарабию. Об этом я предлагаю поговорить с Сергеем Брачуком, главой наблюдательного совета при Одесской ОВА. Господин Брачук, приветствую вас. Здравствуйте, коллега, приветствую. По поводу сегодняшнего обстрела, можете раскрыть некоторые детали, потому что сегодня опять прилетело, и что повредили на этот раз? Да, к сожалению, сегодня была очередная большая атака дронами «Камикадзе» по южным районам нашей Одесской области. Несмотря на то, что 11 дронов «Шахедов» 136-х силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Одесским регионом, тем не менее прилетело в Измаил, прилетело в портовую инфраструктуру, промышленную инфраструктуру. Есть серьезные разрушения. Речь идет об административных зданиях, например, в частности, о морском вокзале в Измаиле. Речь идет также о зернохранилище, об ангарах, где хранится определенная техника, понятно, сельскохозяйственного направления и для проведения портовых работ. Но и, к сожалению, портовая инфраструктура действительно тоже очень серьезно пострадала. Мы видим, как российские оккупанты целенаправленно пытаются уничтожить именно инфраструктуру наших портов, причем речь уже идет не только о портах Большой Одессы, но и о тех портах, которые находятся на Дунае, потому что все прекрасно понимают, что Дунай все это время был таким альтернативным транспортным коридором для экспорта украинского зерна в те страны, которые это зерно шло, в том числе и беднейшие страны мира. Враг пытается таким образом максимально разрушить эту инфраструктуру, попытаться вытеснить Украину с мирового рынка продовольствия. Речь, в частности, идет о том, чтобы вытеснить нашу страну с рынка зерна, потому что Украина входит в десятку экспортеров зерна. Россия недалеко там нас обогнала, и опять-таки надо учитывать масштабы площадей посевных у России и Украины. Ну и, собственно, сегодня Россия пытается демонстрировать миру, что у нее возросли урожаи пшеницы, но это та пшеница, которую враг суммирует к своим урожаям. Это ворованное украинское зерно, которое находится на временно оккупированных территориях украинского полуострова Крым, левого берега Херсонской области и части Запорожского региона, ну, соответственно, Донецкой и Луганской областей. Господин Брачук, а вот что означает эти? Они не хотят возвращаться в зерновую сделку? То есть понятное дело, что они хотят уничтожить, лишить Украину полностью возможности экспортировать либо через зерновую сделку или вне рамках зерновой сделки. Какова цель? Вы понимаете,
чем логика? Или вообще, ну, понятно, что как бы сложно искать логику, но тем не менее. Нет. Логика четко присутствует, полностью вытеснить Украину с мирового рынка зерна, занять эти позиции и пытаться потом еще больше манипулировать рынком зерны, мировым рынком зерны, потому что мы понимаем, если такого серьезного игрока попытаться, как Украина, выбить из этого рынка, эту нишу занимает Российская Федерация. То есть мы видим прекрасно, в чем настоящие цели так называемой специальной военной операции. Конечно же, самое главное — это уничтожение украинского государства. Отсюда и экономические мотивы. То есть вот один из этих мотивов мы видим сегодня, какова реализация. Ну, не забываем о том, что на африканском саммите Россия-Африка мы прекрасно видели, что бункерный дед, он обещал не зря. Он знал, о чем он говорит на самом деле, когда говорит о том, что будет поставлять зерно в Африку. Правда, если брать математику, взять карандаш и листочек бумаги, посчитать, сколько было всего обещано и сколько Россия обещала потратить этого зерна для африканских государств, ну это просто такой маленький мизер с той части даже краденого, ворованного украинского зерна, которое враг сегодня, к сожалению, овладел. Поэтому тут все очень просто. Еще раз скажу, это тоже один из мотивов проведения вот этих территориальных захватнических войн со стороны Российской Федерации. Ну, там ему сказали, не нужны нам подачки, что-то вроде этого было сказано, да, вернитесь в зерновую сделку. Да, поэтому россияне готовились к тому, что будет такой ответ, потому что африканцы, слава богу, это не те представители черного континента, которые когда-то в свое время довольствовались кружевами, довольствовались бусами и могли распродать в том числе и свою страну, свои недра для белых людей. Поэтому, например, президент Африканского союза сказал: нет, мы не хотим подачек, нам необходима наполненная зерновая сделка, то, что происходило все это время с участием Украины, ООН, Турции, ну и зеркальное соглашение было с участием Российской Федерации. Поэтому сегодня на африканском континенте, я понимаю, это тема другого разговора, тем не менее это все взаимосвязано. Одна из тем — это попытаться отвлечь внимание Запада от помощи Украине. Соответственно, вот этот план, он очевиден. Надеюсь, что мировые лидеры знали об этом, по крайней мере, работала и разведка, и если нет, то сегодня необходимы жесткие, я бы сказал, даже отчасти жестокие меры по отношению к России со стороны стран Запада, ну и, соответственно, очень быстрые решения. Ну, кстати, вот это вот вялое практически отсутствие реакции на вот эти все перевороты, которые происходят в том регионе, где такое постколониальное влияние самой Франции было, да, и тот же Нигер, да, не без участия Вагнера. И причем везде там присутствует Вагнер, и в том же Мали, в том же Нигере и так далее. То есть фактически Запад оттуда вытесняют. Вам эта реакция или отсутствие этой реакции не кажется странной? Что это объясняет? Это объясняет то, что политика умиротворения Российской Федерации привела вот к таким результатам. Однозначно все эти темы связаны, потому что Вагнер — это российское государство. И Путин это признавал и признал открыто, что Вагнер полностью, эта структура финансировалась за счет российского государства. То есть это все было видно, должны были работать разведки, которые работали, которые делали соответственные доклады, но все пытались сделать вид, что ничего страшного не происходит, что надо попытаться уговорить Путина, чтобы он ай-яй-яй так больше не делал. В итоге у нас жестокая война России против Украины, огромнейшая война в Европе. После Второй мировой войны мы говорим об этом напряжении на африканском континенте, а я даже сейчас не хочу говорить о тех последствиях, которые могут быть, начиная от миграционного кризиса и заканчивая последствиями глобальных военных конфликтов на территории разных континентов. Вы посмотрите, как выступает Мексика, которая тоже говорит, что без России не может быть каких-то переговоров по Украине. Ну, вот этот большой саммит, который должен быть под руководством Саудовской Аравии и стран глобального юга, в том числе. Мексика делает такие заявления. Мы понимаем, почему. Потому что у Мексики свои противоречия с Соединенными Штатами. То есть, казалось бы, темы сегодня мы обсуждаем с вами удар шахедов по Измаилу, по Измаильскому порту, инфраструктуре этого региона. А на самом деле мы выходим на те глобальные вещи, которые стоят за этими трагическими ситуациями, за этой трагедией, потому что, ну, действительно, портовая инфраструктура на Дунае — это жизнь этого региона. И вы хорошо об этом знаете. И мне очень сложно сейчас представить настроение людей, которые там проживают, на юге нашей области. Но единственное, могу, конечно, призвать, потому что мы понимаем, война, надо делать
Сергей, вы вернулись, да? Прервалось немножко. Я слышу. Да-да, вот все вот эти действия, потому что если, опять же, в контексте, продолжая тему Африки и вот это раскачивание лодки, присутствие Вагнера в Белоруссии, можем ли мы говорить о том, что Путин расширяет гибридную войну практически и на другие континенты, вот исходя из этого? В том числе и на НАТО, потому что уже идет прямая угроза той же Польши, да, вот это то ли в шутку, то ли не в шутку высказывание Лукашенко о том, что Вагнер хочет пройтись до Жешува или куда он там хочет пройтись. И вот уже вертолеты вчера чуть ли не там пересекли границу с Польшей. Ситуация в Африке. Можем ли говорить о том, что он расширяет гибридную войну, в принципе, и на другие страны в том числе? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Путин идет ва-банк, он уже пошел ва-банк, ему ничего не светит на данном этапе 100% в Украине. Он проигрывает. Сегодня то контрнаступление, которое украинское продвигается, в частности, на южном направлении. Мы говорим о направлении Бердянск, Мелитополь. А кто сейчас откроет карту, прекрасно понимает, что это за города, что это за направление. Это выход к Азовскому морю, это перерезание вот так называемого сухопутного оккупационного коридора. Поэтому вынужден Путин, вполне возможно, это даже планировал, вынужден сегодня продолжать вот эти поднимания ставок, угрожать в том числе фактически НАТО. И не зря информационно уже появляются такие заголовки в российской прессе, они предназначены прежде всего не для внутреннего потребителя, хотя отчасти да, но для западных граждан. Потому что, посмотрите, мы готовы воевать с НАТО, потом заголовок о том, что Путин готов воевать еще минимум 10 лет, есть ресурсы и так далее и тому подобное. Сейчас еще не зря сказал о том, что нужны быстрые, очень жесткие и жестокие, я бы сказал, решения по России. Я говорю прежде всего о тех санкциях, которые еще возможно, затягивание этих гаек, можно затиснуть Путина, затиснуть те самые его принадлежности, которые не являются остальными, и это все прекрасно понимают. А то, что они будут угрожать, например, снова тема ядерная всплыла через Медведева, это очередной посыл к Западу. Украина должна победить и победит, иначе миру грозит очень большой кризис, глобальный. Ну хорошо, вот это, опять же, возвращаясь к Западу, вот это вот отсутствие, это кризис, они не знают, как реагировать, потому что они молчат, да, то есть как бы, и нужно, безусловно, предпринимать какие-то меры, но мы что-то как-то не видим этих мер. Или, может, вот в отпуск ушли люди, август на дворе, как бы, что-то вроде этого. Ну, мне сложно говорить, вряд ли они ушли в отпуск. Те люди, которые принимают решения 100%, они это понимают. И я надеюсь, что вот этот путь от понимания до принятия решений, он в этот раз будет очень коротким, не протянется на несколько дней, тем более недель или месяцев. Надо сегодня, а вернее, это надо было делать еще позавчера. Вот эти вот, там планируются какие-то учения военные, да, ОДКБ в Беларуси, то есть, как бы, чего ждать от них, каких-то дополнительных провокаций, расширения. Вы говорили о возможном усугублении кризиса беженцев, допустим, из Африки, но вот мы знаем, что Лукашенко угрожал беженцами и концентрировал на границе с Польшей большое количество беженцев и таким образом оказывал давление на Польшу. Может ли он применить тот же метод сейчас для того, чтобы каким-то образом дать возможность вагнеровцам попасть на территорию Польши, допустим, в сентябре уже, да, например? Ну, сегодня мы можем оценивать эти действия как некое тестирование, в принципе, об этом говорили тогда, это некое тестирование Запада на то, как Запад будет действовать. То есть проверить алгоритм действий, определиться со своими, возможно, корректировками и в необходимый момент эту карту достать из колоды и опять ее попытаться использовать. Я еще раз хочу сказать, что враг настолько опасен, что он готов на все, поэтому надеюсь, что так как Украина мужественно противостоит Российской Федерации, наши союзники, но все-таки хотелось бы, чтобы их решения, еще раз скажу, видите, сегодня очень часто мы это слово употребляем, они были намного жестче, они были более своевременные, потому что в любом случае та техника, которую вы сейчас тоже демонстрируете, она хорошая, она лучше, чем советская техника, но это техника. Эту технику в бой должны вести люди. Люди, которые принимают решения на поле боя, которые командуют соответственными подразделениями. Поэтому я говорю о том, что вот эти решения Запада должны быть приняты и очень быстро. По поводу авиации, да, то есть для того, чтобы обеспечить Украине превосходство в воздухе или как минимум обеспечить паритет
А что вы ждете от этого? То есть, как бы, стоит ли ждать каких-то решений, не знаю, уже в этом году или там Я по-прежнему... скажу так, я не буду давать никаких прогнозов, вы знаете, что я этим не спекулирую, прогнозов Да. не даю, кроме одного, но отвечу очень кратко. Я надеюсь, очень надеюсь на то, что есть понятие туман войны. Сегодня именно этот туман, он скрывает то реальное состояние дел, которое происходит в обсуждении, в том числе и данной темы, авиационная компонента, потому что действительно без авиации провести такую большущую операцию, конечно, возможно, но это с большими затратами, с большими усилиями, с большими потерями и, наверное, не так быстро, как этого хотелось бы. Поэтому авиация должна быть. Если не полноценные военно-морские силы, то это хотя бы дроны, морские дроны камикадзе, которые могут нанести урон Черноморскому флоту Российской Федерации. Ну и, соответственно, сухопутная составляющая, ресурсы, тыл, информационная составляющая, то есть полностью все компоненты, которые позволят эту войну выиграть. Хорошо. Будет ли усиливаться давление на Крым? Как вы считаете? Допустим, тот же Крымский Ну, мост. я вам скажу так, мы сегодня говорим о том, что у нас очень горячий, очень жаркий юг сегодня Украины. Да. А сегодня вообще ночь была такая ночь для юга области, юг для юга, да? То мы говорим, когда вспоминаем Крым, что вот эта горячая пора для Крыма будет сегодня ощущаться фактически каждый день. Я даже более того скажу, точно каждый день. На море, на суше, на транспортных различных артериях, прежде всего те артерии, которые обеспечивают логистику врагу. То есть мы знаем, Крым — это большой милитарный хаб. Крым, из него идут поставки на запорожское направление, как раз на то южное направление, о котором я сказал, и за которое очень сильно сегодня, понятное дело, переживает Российская Федерация, потому что если пробьется коридор, если мы перережем эту жилу, то Крым окажется в окружении, Крым можно будет выдавливать российские войска уже через Крымский мост на территории Российской Федерации. Логистика, еще раз логистика. Вот эти удары, они сегодня обеспечивают нам продвижение наших вооруженных сил в том числе. Хотя тяжелейшая идет борьба, вы знаете, на каждый квадратный метр по нескольку мин. Поэтому ситуация очень сложная, но тем не менее, если мы сможем обескровить Крым, я бы сказал так, сегодня по поводу Крыма происходит вопрос, вернее, этап демилитаризации Крыма в процессе его деоккупации. Каким будет следующий этап, поговорим уже чуть позже. 2D, деоккупация и демилитаризация Крыма, да, то есть параллельно идут. Совершенно верно. Возвращаясь к Измаилу, да, насколько вот здесь, во всяком случае, в Молдове, как бы много говорили, что за последние годы Измаил очень так сильно преобразился, да, и вот эти вот удары, как они влияют на Измаил? Потому что, как бы говорили, что там бывший мэр, военный, да, который там сделал все для того, чтобы Измаил, извините, преобразился, стал таким очень серьезным, красивым, чуть ли не европейским. Я так там, кстати, никогда не был. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Как вот эти вот обстрелы влияют на инфраструктуру и саму жизнь в Измаиле? Конечно, влияет, потому что Измаил во многом завязан на ту инфраструктуру, которая сегодня пострадала. Конечно, Измаильский район Одесской области – это один из передовых районов. У нас, кстати, временных переселенцев в Измаильском районе, наверное, больше всего, нежели в других районах Одесского региона. Это понятно, почему туда стремились люди. Крепкий район, водные артерии, логистика транспортная. Мы в Европе, и рядом другая часть Европы. То есть тут, как говорится, если бы не война, живи и радуйся, но вот видим, что война добралась, к сожалению, сюда. Понятное дело, что это влияет на психологическое состояние людей. То, что люди создавали годами, десятилетиями, сегодня приобретают, к сожалению, вот такой вид. Я надеюсь, что справимся, конечно, в любом случае. Но ситуация довольно-таки непростая. Говорю о том, что непростая, дабы понимали все сложность этого этапа сегодня для Украины и для Одесской области в частности. Господин Борчук, мы желаем Украине стойкости и жителям Южной Бессарабии тоже, и слава Украине, и спасибо за все, что вы делаете, в том числе и для Молдовы. Спасибо огромное, прорвем. Да, прорвем. Спасибо большое. Всего хорошего.
Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить, или продолжить сегодня тему ситуации в Южной Бессарабии, которая уже несколько недель подвергается обстрелам со стороны российских оккупационных войск, бьют по портовой инфраструктуре. Вот сегодня прилетело в Измаил, до этого ударили по Рени. Вообще, какова ситуация там? Я предлагаю поговорить с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины. Господин Демчогло, приветствую вас. Добрый день. Саун Зяда Аушамерсенс. Господин Демчогло, какова ситуация сейчас? Мы как бы следим практически каждый день, видим какие-то сообщения, бьют по Украине, но вот если говорить за последние 17 месяцев, уже 17 месяцев идет полномасштабная война России против Украины. Вот то, что сейчас происходит в Южной Бессарабии, да, это как долго продолжается вот эта неделя? Каждый день они бьют, через день. Какова ситуация? Ситуация непривычная для Южной Бессарабии. Это действительно была и для города Измаила, который последние пару лет, особенно военные лет, когда начал бурно развиваться. Тут разместилось много беженцев, переехало много компаний, зерновых, офисы пооткрывали в Измаиле. То есть сегодня я хочу вам сказать, даже аренда квартир в Измаиле выше, чем в Одессе. И зарплаты сегодня в Измаиле, в Рени, там, в Дунайской Бессарабии, Украины, в 2 раза выше тоже, чем в Одессе. Вот, то есть в Одессе работу сложнее найти, чем в Измаиле. Да, в Измаиле очень много сегодня вакансий есть, можно приехать, работать и в зерновых компаниях, и в экспедиторских, и в портовых компаниях. То есть Измаил очень развился, очень вырос по населению почти в 2 раза за 2 года. То есть Измаил — это один из регионов, городов Украины, где идет активная фаза строительства и промышленного, и жилых домов. То есть, к сожалению, как бы не было счастья. То есть Измаил — это как раз такой пример, когда из-за войны город стал востребованным, например, из-за близости к Европейскому Союзу. Но сегодня вечером его постигла так военная участь, сюда ничего не прилетал. 7 месяцев вообще не прилетал никогда в Измаил, сегодня первый раз. И очень жестоко, я вам скажу, очень жестоко прилетело. Много прилетов было. К сожалению, хочу признать, что Измаил не подготовленный по системе ПВО, как Одесса. То есть в Одессе процент сбиваемости 80, даже 90%. Доходит по шахедам чуть не до 100%. Доходит сбиваемость. Измаил, к сожалению, большая часть шахедов прилетела. Украинское дунайское пароходство. Но хочу вам сказать один большой плюс. При таком массовом обстреле ни один человек погиб. Это вообще, знаете, Бог любит Измаил, я вам скажу. При таком массовом обстреле, при таких массовых разрушениях, это здание украинского Дунайского пароходства, мы видим, это здание известного Измаильского морского вокзала, мы видим, который отремонтировали буквально года 3 назад, завершили его ремонт капитальный. Там видно, что я говорил с господином Братчуком, да, то есть как бы из того, что мы слышим, да, как вы говорите, Измаил очень развивается, и городская инфраструктура, и гражданская инфраструктура, и портовая, вот это сейчас. А вообще как в результате обстрелов, сильно ли пострадала портовая инфраструктура? Били по порту, или по портовой инфраструктуре, или, скажем так, в центр города тоже прилетело? Какую часть прилетела больше всего сегодня ночью? Больше всего прилетел портовой, вот горит нефтяной терминал Измаильский, Измаильского порта, зерновые терминалы 2 пострадали.
Пострадали вот здание морского вокзала, пострадали здание украинского Дунайского пароходства, это высотка, которую мы видели в первых кадрах, украинский Дунайский пароходство, ДП. С 90, ну почти все, 99% это было по портовой инфраструктуре и там чуть-чуть, может быть, административной инфраструктуре. То есть жилая, слава богу, не пострадала. Тем, как вы знаете, тем отличаются шахеды. Они из всего многообразия российского вооружения самые более-менее точные. Вы знаете, что там есть GPS-навигация, ставится GPS-точка, и она туда и летит, в это здание. Она летит долго. Вот его запустили там с района Азовска или Таганрога, или Кабала, и у нас летит 2 часа. До Одессы, до Измаила 2,5 часа. И у нас есть время приготовиться. То есть уйти всем в укрытие. Это их плюсы, то, что время их полета очень долго. И даже вот у нас, кто живет в Украине, в Одесской области, по всем нашим телеграммам, по всем каналам, как только шахеды пересекают Татар-Бунар, мы уже знаем, что это будет пролететь куда-то на Южную Бессарабию, то есть или Измаил, или Лени, Дельту. Время много есть, но они, к сожалению, точные. Они легко сбиваются. Даже при том, что Измаил не был под таком, 30-40% сбит. Из простого стрелкового оружия сбивается с автомата Калашникова. Но они, к сожалению, Измаил большой портовой ум. Цели мы все знаем. Это продолжение обстрела портов Черноморской. То есть Путин видит, что там все остановилось, тут шевелится. И давайте эти показатели. У нас в ближайшие дни переговоры, вот сегодня пришла новость, что Путин позвонил Эрдогану, и вы читали, наверное, да, сегодня произошел телефонный разговор, и договорились о том, что в ближайшее время, очень ближайшее время, опять мировую. То есть я не удивлюсь, если за день до этой встречи опять куда-то прилетит какие-то порты Украины. Ну хорошо, вот логика в чем? Он пытается полностью выйти из зерновой сделки, то есть как бы оставить Украину вообще без возможности вывозить любое зерно? Или как бы какое-то странное поведение перед зерновой сделкой? Как бы, тут, Для нас это не странное поведение. Путин всегда перед любой сделкой любит пошантажировать и показать, типа, вот посмотрите, какой крутой, я могу и туда ударить, туда ударить, туда ударить. Я говорил, слава Богу, все молятся сегодня, что в Измаиле не погиб ни один человек при таких массовых. Даже тяжело раненых нет, вы знаете. Вот столько разрушений, там, как бы, но даже тяжело раненых нет. В основном там порезы от стекла, там, контузии и тому подобное. Но, то есть, я считаю, что в результате это шантаж перед сделкой, чтобы с ним пошли на сделку на условия. И эта сделка, как бы, это переговоры об этом уже, я так понимаю, что в активную фазу в ближайшее время придут. Господин Фёг, а вот Джурджелейский порт, молдавский, он вот с этой точки зрения в безопасности или уже и он практически не находится в безопасности, учитывая, что Россия начала бить по портам на Дунае? Ну, я думаю, если Россия начнет применять ракеты, то он тогда не будет вне безопасности, потому что точных российских ракет мы знаем, плюс-минус километр. От Калининского порта до Джурджелейского, насколько я знаю, буквально 3-4 километра. Первое. Второе, с другой стороны, как бы Россия почему не использует, я так думаю, ракеты, вот вы знаете, или нет, ракеты. Потому что все-таки есть опасения российской стороны, что рукожопость, извиняюсь за выражение такое, во время их обстрелов, чтобы они не попали случайно в страну НАТО, соседей, потому что даже Иронийский порт обстреливали, ракеты упали в 400 метрах от Румынии. И даже чуть-чуть пострадали там.
А вы в прошлый раз говорили, что, в принципе, как бы, ну, очевидно, что нужно защищать Южную Бессарабию сейчас системами ПВО, эти порты и так далее. То есть, ну, во-первых, как быстро это может произойти для того, чтобы, скажем, в Южной Бессарабии такой же процент сбития шахедов был, как это в Одессе, да, практически, как говорите, 80%, иногда и 100%. Да, и до этого сколько еще вреда он может нанести до того, как ну, защитят небо над Южной Бессарабией? Я думаю, что после, знаете, Ренийского там кое-какие выводы сделали, но не быстро. После Измаильского, я думаю, что все будет очень быстро. И я считаю, что удары продолжатся. Или по Измаилу, по Рени, или по другим объектам Одна. К сожалению, я так думаю, что они продолжатся, и наши военные должны быть к этому готовы и готовы так же, чтобы и дунайские порты, понесенные стратегически, были защищены так же, как и одесские порты или город Одесса. Но в случае, даже если заключат зерновую сделку, вы думаете, он все равно пойдет, да? То есть как бы будет бить по инфраструктуре Дуная? То есть это не прекратится? Нет, если зерновую сделку договорятся, то, соответственно, прекратит бить, потому что в зерновой сделке прописано, там, что стороны гарантируют целостность портовой инфраструктуры этих стран, России и Украины, не будут обстреливать. Но, с другой стороны, Украина подписала зерновую сделку в прошлом году, в конце августа. С 1 сентября, кажется, заработал зерновой коридор прошлого года. И он два раза нарушался. 2 раза быстрее выходил из него, вы помните. И там, по-моему, перед началом прямо ударили по Одесскому порту куда-то, по-моему, да? Там, по-моему, прилетело. Да, тоже, да, перед самой сделкой, за день до сделки, за день до заключения, точнее, сделку заключили, и 31 августа, 30 августа прилетело. За день и за 2 дня до начала сделки, за день до начала сделки прилетело в Одесский порт. То есть Путин такой, он... И я вам скажу, что зерновой сделки грош цена, потому что я так думаю, что в случае успехов украинской армии на поле боя, то первый шаг, который он делает, он выходит из зерновой сделки. Или же там делать проблемы, там, если будет наступление, какое-то удачное наступление, как вместо 5 суден на инспекцию российские инспектора проверяют только 1 или 2 судна. То есть оно до минимума сводится, способность этой инспекции. Господин Чук, а вот чем грозит, скажем, мировому рынку зерна отсутствие доступа или невозможность Украины экспортировать свое зерно? Да? То есть как бы это каким-то образом скажется на ценах, может быть, это приведет к очередной арабской весне, потому что эксперты говорят, что арабская весна, в принципе, началась из-за дефицита, в принципе, зерна и хлеба. Подскочили цены на хлеб и начались движения в арабском мире. То самое. Вот как бы сейчас чем это чревато? То есть как бы он, понятное дело, пытается вытеснить Украину и заполнить это все российским зерном. Вот даже на саммите Африки в Петербурге, да, там он с барского плеча так сказал африканским странам: нате вам там столько-то тысяч. Ему сказали: не нужны нам ваши тысячи, да, вернитесь в зерновую сделку, да, то есть как бы чем грозит? Мы хотим за него деньги заплатить. Да, мы хотим за него платить деньги, да. Ну, по крайней мере, ничего не бывает в этом мире бесплатно. 100%, да. То есть даром, как говорят в Одессе. Да. Особенно от России, да, ничего даром не бывает, да. Я вам скажу, что мировой, как бы, арабская весна России не угрожает. Ну, по 2 причинам, потому что пока нет, к сожалению, кроме Пригожина, там, пока мы не видим. Нет, я не про Россию, я говорю про другие части мира, да, которые зависят от... Ну, там, в других странах, я не знаю, как все возможно. Пока зерновой коридор работал, об этом не говорили. Но если зерновой коридор не будет работать долгое время, все возможно. Возможно, действительно плохо в каких-то странах африканских. Пока, наверное, запас есть. Прошло совсем немного. Когда война началась с февраля же до сентября месяца,
как бы никто не чувствовал в последние месяцы. То есть, когда зерно не экспортировалось из Украины 3-4 месяца, тогда почувствовали. То есть, соответственно, через 2-3 месяца, то есть через 3-4 месяца мы опять можем почувствовать проблемы с продовольствием в Африке. Это не такой быстрый процесс. Но я все-таки что-то думаю, что до конца августа о чем-то договорятся. И опять с 1 сентября какой-то типа а-ля зерновой коридор 2. Ну, то есть вариант, при котором Путин, ну, даже если, допустим, он не вернется в зерновую сделку, возможен ли вариант, чтобы он как бы, ну, полностью перекрыл возможность экспорта украинского зерна? Или такой вариант отсутствует целиком и полностью? Ну, во-первых, то, что еще есть коридор у нас на Прибалтийский и Польшу экспорта. Сегодня 30% самого экспорта идет оттуда. То есть железнодорожным автомобильным транспортом идет польские и литовские порты, прибалтийские порты, оттуда экспортируются. Совсем нельзя перекрыть. Дунай, я думаю, что будет еще долгое время актуален, несмотря на обстрелы, будет актуален. Да, нужно улучшить систему ПВО на Дунае, если вдруг не будет подписана эта зерновая сделка в ближайшее время. Но у Украины не будет другого выхода, как укрепить систему ПВО, и, соответственно, там любые атаки будут безуспешными и не интенсивными, не важными для украинской стороны. Ну вот мы дошли в 21 веке до ситуации, да, после всех вот этих вот международных соглашений, что защищает не международные соглашения, а защищает оружие, да, то есть как бы армия и вооружение. Наличие оружия самая главная гарантия для государства. Да. Наличие армии, как сегодняшней в Украине все говорят, наличие боеспособной армии и наличие оружия — это самая главная гарантия. Самая главная гарантия безопасности Украины — это не США, не Великобритания, не Россия, не ЕС, не НАТО. Это украинский солдат, украинская армия и украинское оружие. Кстати, вот этого, я так понимаю, что вот эта концепция, вот это осознание вот этого всего сейчас в Украине все сильнее и сильнее, правильно я понимаю? То есть, да, то есть международные партнеры, спасибо вам, помогаете, но самое главное, чтобы смогли сами. Я правильно понимаю, да? Да. Никто нас не защитит, кроме нас самих, кроме нашей армии, нашего народа, кроме вооруженных сил Украины. Мы это понимаем. Совершенно верно. Как защитить во время Одессу, Харьков, Николаев. А вот по гражданской инфраструктуре другой Бессарабии, есть возможность, что будут обстреливать другие, скажем так, объекты в Бессарабии, где-нибудь вглубь территории, не по портам, а, допустим. Вы говорите, что они используют в основном шахеды, да? То есть по Южной Бессарабии бьют только шахедами, да? То есть как бы возможность того, что они... Пока. Ага. То есть возможность того, что будут бить другими какими-то средствами и поражать другие города в глубине территории, вы не исключаете такую возможность? Ну, все возможно, но сегодня высокоточное оружие, кроме шахедами высокоточное, но оно легко избивается, я уже говорил. Ну да. Легко сбивается, долго летит, к нему можно приготовиться, подготовиться, не спеша разложить там зенитную технику и прочее. Покурить, попить чай, кофе. Покурить, да, кофе попить. Но, к сожалению, она идет с GPS-наведения, это минус. Наличие хорошего, более-менее хорошего ПВО не допустит больше таких страшных ночей, которые была весной и этой ночью. Но другие виды вооружения не точны. Я подозреваю, что Россия его не использует, потому что все-таки у него цели сегодня навредить портовой инфраструктуре Украины. Пока цели такие. Запугать там, население, у него пока такая цель, какой-то цели не вижу. Запугать население — это делается в приграничных районах, там, Херсона, там, Запорожья, Кривого Рога. Вот такое, чтобы был хаос среди населения и тому подобное. Тут прослеживается чисто отпечаток того, что торги за будущую зерновую сделку. Хорошо, а вот он сказал, что он будет бить, Путин сказал, да, что будет бить даже по гражданским судам. И он фактически блокирует Черное море. А что насчет портов и гражданских судов, которые идут в порты Румынии, Галац, Констанца, Бургас, Варна? Как бы там у них есть свободный доступ? Или там как обстоят дела?
Там есть НАТО в этих портах. Там есть Большая НАТО. разница между нашими и донецкими портами и Констанцией, Варной и Бургасом. Там есть НАТО. Там есть корабли НАТО. И они, к сожалению, имеют хорошую систему ПВО. Что на земле, что на воде, на кораблях. Ну, чего к счастью не для них, имеют. к счастью для них вы имеете в виду, да? К счастью для них, да. Да. К сожалению, того, чего не имеем мы. Да. Пока. К сожалению для нас, что мы такого не имеем. Да. И поэтому и обстрел страны НАТО, соответственно, это сразу вступление в силу действия протокола НАТО о защите всеми странами. Ну вот было сообщение, что несколько израильских кораблей, по-моему, прорвали вот эту блокаду. Как это получилось с Одесского порта, если я правильно? Не только израильские корабли, корабли заходят. Просто на Дунай корабли заходят двумя каналами. Ага. Одним румынским Сулинским каналом, который охраняется и оберегается страной НАТО, потому что он полностью находится на территории НАТО. И второй канал Быстрый, который был открыт после деоккупации острова Змеиный. То есть Змеиный как раз находится посередине между каналом Быстрый и Сулиной. И переход кораблей из Сулины. То есть сегодня все корабли аккумулируются что в Сулину, что в Быстрый на территории страны НАТО, под защитой НАТО. Переход вот этой зоны накопления, как мы называем это акватория Сулины, до Сулину вообще безопасно, 100% безопасности захода и прохождения по Дунаю. Через Быстрое сегодня и раньше, до деоккупации острова Змеиный, он был опасен. Но после того, как русские уже добровольно ушли с Змеиного, то пока судозаходы и выходы из острова, из канала Быстрый, они стали тоже безопасностями. Сегодня, если есть, как бы Россия пригрозила, что если будете украинские порты, а соответственно это через украинский канал Быстрый в том числе, то типа вы можете подвергнуться там, мы вас можем обстрелять. Или вы соучастники военных действий. По законам Украины мы можем вас обстрелять. Но корабль, да, многие боятся уже заходить через канал Быстрый, идут в основном через канал Сулину. Но сюда заходят. Я скажу, что израильское судно это такое, чуть показательное. Я знаю, что до этого почти ежедневно заходили корабли. Последнее. Господин Михайлович, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. Желаем вам держаться, да, и удачи, и слава ЗСУ, да, как говорят. Армия единственное, что нас защищает. У нас другого выхода нет. Другого выхода нет. Триматися, кажуть українці. Триматися, да. Кув'ятний мек. Господин Михайлович, спасибо большое. Рады будем видеть вас еще. Спасибо. Спасибо. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Сцены свободы». Не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.